Появился новый проект переосмысления Корана специально для уйгуров. Давайте посмотрим, в чем его суть. Именно на этот вопрос и пытается ответить инициатива Курандин Баян, то есть толкование из Корана. Ведь, по мнению создателей, текущие толкования просто не отвечают на современные проблемы уйгурского народа. То есть исторический арабский контекст предлагает решения, которые для уйгуров сегодня, просто не актуальны. И вот тут предлагается фундаментальный сдвиг от внешнего, арабского, к своему, внутреннему, уйгурскому. Цель — создать такой текст, который будет говорить напрямую с уйгурской культурой, политикой и экономикой. И это не работа одного автора. Тут целый процесс — коллективный перевод, затем литературная обработка и адаптация. Главная миссия — укрепить именно уйгурскую идентичность, не подражать кому-то, а вернуться к самим себе. Для этого проводится аналогия. Как пророк Мухаммед объединил арабов, так и этот проект должен объединить уйгуров. Так что, по сути, речь идет о национальном строительстве, о внутреннем усилении и самоопределении народа. При этом создатели особо подчеркивают, это не антиарабский или какой-то раскольнический проект. Они четко заявляют, их фокус — это выживание и борьба с единственным врагом, а не создание новых. Так что этот проект — это ответ. Для уйгуров выживание, похоже, зависит от того, смогут ли они сделать священный текст своим. Так, давайте подумаем вот о чем. Можно ли взять священный текст, которому 1500 лет, и найти в нем, скажем, ключи к выживанию целой нации? Прямо сегодня. Звучит амбициозно, правда? Но именно такую задачу и ставит перед собой один очень интересный проект — новое толкование Корана, но специально для уйгурского народа. Давайте-ка разберемся, что за этим стоит. Вот эта цитата, она, знаете, попадает в самую точку. В чем тут суть? Традиционно считалось, чтобы понять Коран, надо сначала погрузиться в арабское общество VII века. Но авторы проекта говорят: стоп, а как же наши проблемы? Такой подход, по сути, игнорирует те уникальные вызовы, с которыми уйгуры сталкиваются, прямо сейчас, в наше время. Хорошо, давайте начнем с первого раздела, назовем его «Устаревший взгляд». И тут мы как раз и поговорим, в чем, собственно, заключается главная проблема, которую и должен решить этот проект. Поехали! Дело в том, что почти все толкования Корана, которые есть на сегодняшний день, они, как бы смотрят на текст через арабские очки, через призму их истории, их культуры. И что получается? Чтобы понять священный текст, уйгурам нужно сначала изучить совершенно чужой для них мир, который, будем честны, бесконечно далек от их собственной жизни. И вот тут-то и возникает главный, самый логичный вопрос. А как вообще толкования, которые созданы для одной культуры, могут помочь решить проблемы совершенно другой? Каким образом древние тексты могут дать ответы на современные политические и социальные вызовы? Вот этот огромный разрыв, эта пропасть, именно ее и пытается перекрыть этот новый проект. Итак, переходим ко второму разделу — «Миссия для нации». Здесь мы поговорим о решении. И это, надо сказать, абсолютно новаторский подход, который разработан именно для уйгуров. И да, это не просто какое-то там академическое упражнение, это нечто гораздо-гораздо большее. Так, давайте сразу проясним один очень важный момент, чтобы не было недопонимания. Никто, конечно же, не собирается менять сам текст Корана. Он священен, он неизменен. Все дело в смене фокуса. Акцент смещается с самого текста на то, как его применять. Идея простая и мощная — взять универсальные божественные принципы и посмотреть, а как они могут сработать в конкретном уникальном уйгурском контексте. Вот это, по сути, и есть их новая методология — уйгуроцентричное применение. Понимаете? Происходит такой сдвиг от какой-то абстрактной теологии к решению очень даже реальных земных проблем. Главная цель — превратить священный текст в живой, работающий инструмент. Инструмент для развития целой нации. Следующий раздел — 3. Коллективный метод. И вот здесь кроется еще одна уникальная особенность проекта. Он необычен не только своей целью, но и тем, как он делается. Вся его сила, можно сказать, в единстве. Смотрите, как было раньше. Переводами занимались, как правило, одиночки. И они, естественно, были сфокусированы на арабском контексте, на ритуалах. А сейчас все совершенно иначе. Это командная работа, коллективный труд целой группы экспертов. И их фокус — это уйгурское общество и поиск конкретных практических решений для него. И чтобы справиться с такой махиной, нужна была не просто команда. Нужен был, знаете, такой
сплав умов. Религиоведы работают бок о бок с литературоведами, лингвисты с историками, все вместе. Что это дает? Ну, во-первых, богословскую точность, это само собой. А во-вторых, гарантию, что итоговый текст будет звучать на мощном, живом, красивом уйгурском языке. И вот мы подходим к 4-му разделу. Идентичность, лидерство и вера. Здесь мы поговорим о самом главном. Какова же конечная высшая цель всей этой огромной работы? И поверьте, она выходит далеко-далеко за рамки простого научного интереса. Авторы проекта приводят один очень мощный исторический пример. Вот смотрите. Пророк Мухаммад ведь не пытался стереть все различия между арабскими племенами, сделать всех одинаковыми. Нет, он, наоборот, объединил их под одним знаменем, сохранив их идентичность, но превратив разрозненные группы в единую нацию. То есть вера стала фундаментом, на котором и была построена нация. И вот этот исторический урок, он подводит нас к главному вопросу всего проекта. Цель ведь не в том, чтобы заставить уйгуров как-то подражать другой культуре. Совсем нет. Цель в том, чтобы вера помогла им укрепить собственную идентичность. Понимаете? Стать не просто хорошими мусульманами на арабский манер, а стать более настоящими, более аутентичными уйгурами. Так что новое толкование стоит, так сказать, на 3 китах. Это единство, лидерство и освобождение. И это на самом деле очень смелый шаг. Это переход от вопросов личной веры, личного благочестия к разработке, по сути, национальной стратегии. Стратегии, которая основана на священном тексте. Вот эта цитата, она прекрасно все объясняет. Возьмем, к примеру, пророка Мусу, ну или Моисея. Его история рассматривается не просто как религиозный сюжет. Нет, это готовый кейс. Практическое пособие по лидерству в условиях борьбы за освобождение своего народа. Какими качествами должен обладать такой лидер? Коран, как говорят авторы, дает на это четкий ответ. Ну что ж, последний, 5-й раздел. Путь вперед. Давайте подведем итог, в чем же глобальный смысл и значение всего этого проекта. Авторы проекта очень четко подчеркивают один момент. Эта миссия, она не про то, чтобы создавать какие-то разделения или конфликты. Совсем нет. Это проект для внутреннего укрепления. Он направлен на расширение прав, на расширение возможностей и, в конечном счете, на выживание нации. Это работа, которая делается для себя и для своего будущего. И в конце хочется оставить на подумать вот такой вопрос. Он, как мне кажется, вскрывает всю глубину и сложность этой затеи. Ведь найти в прошлом ключи к освобождению — это, согласитесь, только половина дела. Самое сложное — это суметь повернуть эти ключи в замке сегодняшнего дня. Вот такая история. На этом все, и до новых встреч. Так, ну что, начинаем наш разбор. И, честно говоря, материал сегодня у нас такой, что дух захватывает. Это не просто статья какая-то или исследование, это настоящий манифест. Мы получили транскрипцию видео, где группа уйгурских интеллектуалов представляет свой проект. Проект по созданию ни много ни мало новой интерпретации Корана, специально для своего народа. Это, конечно, невероятно смелый шаг. Смело это даже, я бы сказала, мягко сказано. Они, по сути, заявляют, что веками ислам в их регионе воспринимался через призму, чужой культуры. Их главная задача, как они сами ее формулируют, это отделить вот это вечное универсальное божественное послание от того, что они называют историко-культурными наслоениями. То есть отделить саму суть веры от всего, что на нее наросло. От традиций, привычек, социальных норм, конкретно арабского мира VII века. Именно так. Вот, именно это и поражает. Это же не просто новый перевод. Это попытка ответить на фундаментальный вопрос. Что в исламе вечное послание для всех, а что культурная оболочка, в которой оно было явлено? И проведя эту черту, они, по сути, хотят дать своему народу инструмент для выживания в 21 веке. Давайте копнем глубже. Что их к этому подтолкнуло? В чем проблема-то? Проблема, как они ее описывают, очень практическая. Существующее толкование, даже сделанное уйгурскими учеными, по их мнению, не дают ответов на насущные вопросы. Они используют очень яркий образ – арабские очки. Арабские очки. Да. Они говорят, что многие смотрят на свою религию и на мир через эти очки, заимствуя не только веру, но и чужой исторический опыт, чужие социальные модели. То есть, условно говоря, старые тексты могут подробно рассказывать о правилах торговли верблюдами, но они молчат о том, как противостоять, современным политическим угрозам. Совершенно верно.
Или как строить экономику в условиях глобализации. Получается разрыв между текстом и реальностью. Люди сталкиваются с проблемами политическими, экономическими, социальными, ищут ответы в своей главной книге, а находят там формулы, которые работали для другого общества в другую эпоху. И это приводит к ступору. К своего рода интеллектуальному параличу, да. Авторы манифеста считают, что вместо того, чтобы использовать принципы Корана для создания собственных решений, люди пытаются просто копировать чужие, которые для них не работают. Но здесь же невероятно тонкая грань. Как только начинаешь отделять универсальное от культурного, сразу же можно получить обвинение в ересе, в создании нового ислама. Как они от этого защищаются? Где они проводят эту черту? Это ключевой момент, и они подходят к нему очень основательно. Их главный аргумент – они не меняют Коран, они меняют оптику, способ его применения. То есть не что, а как. Именно. Они утверждают, что Коран изначально был ниспослан не как сборник догм, а как практическое руководство к действию, к построению справедливого общества. Их цель – вернуть этот изначальный дух, создать такую интерпретацию, которая говорит напрямую с уйгурским народом на его языке, о его проблемах. Это переход от заимствованной модели к своей. Хорошо, с мотивацией понятно. Они чувствуют, что существующие толкования, это чужой костюм. Но одно дело заявить о проблеме, и совсем другое — предложить решение. Как они собираются это делать на практике? Это же священный текст, тут не поэкспериментируешь. И вот тут их подход действительно интересен и, я бы сказала, по-своему революционен. Они сразу отметают традиционную модель, когда один авторитетный шейх или ученый сидит в кабинете и создает канонический труд на десятилетия вперед. Так, а что вместо этого? Вместо этого они заявляют, это будет коллективная, общенациональная работа. То есть что-то вроде, я утрирую, конечно, Википедии для священного текста. Но сам принцип коллективной работы — это ведь уже политическое заявление. Именно. Они как бы говорят, эпоха одного непогрешимого авторитета прошла. Они подчеркивают, что предыдущие переводы были авторскими, а их проект — это труд целой команды. И команда очень разношерстная. Не только богословы. Не только. Там и знатоки арабского, и Корана, но есть и эксперты в области литературы, филологи, историки. У каждого своя роль. Богослов отвечает за верность духу текста, а филолог за то, чтобы это было сказано на красивом, живом, современном уйгурском языке, а не на кальке с арабского. И это решает сразу две проблемы – точность и доступность. Чтобы текст не просто был правильным, но чтобы его хотелось читать, чтобы он трогал. Да, и есть еще третий аспект, возможно, самый важный. Они позиционируют проект как волонтерскую, некоммерческую инициативу. Они прям говорят, мы не миллионеры, мы делаем это не ради денег, а ради нашего народа. Это сразу создает огромный кредит доверия. То есть этот текст будет принадлежать всем нам. Именно. Они даже открыто призывают других экспертов присоединяться. А как они решают неизбежные споры? Толкование священных текстов — это же минное поле. Два эксперта, три мнения. В источнике об этом напрямую не говорится, но сама структура проекта подразумевает механизм сдержек и противовесов. Когда богослов предлагает интерпретацию, филолог может сказать, это теологически верно, но по-уйгурски так не говорят, звучит чужеродно, а историк может добавить, а вот этот пример будет понятнее нашему народу, потому что он отсылает к нашему собственному опыту. Это постоянный диалог. Понятно. То есть сам процесс работы так же важен, как и результат. Это способ сформировать новое общее понимание. Но что дальше? Вот собрали команду. Каков их план? Они же не могут просто сесть и начать переводить с первой суры. У них есть четкая дорожная карта, почти учебный курс. И они подходят к этому как инженеры, которые разбирают сложный механизм. Прежде чем чинить двигатель, надо понять, как он вообще работает. Поэтому они начинают не с самого Корана. А с чего же? Они начинают с широкого обзора истории человеческих верований. Зачем? Цель показать, что любая великая религия со временем и неизбежно дробится на секты, школы, течения, обрастает ритуалами, культурными особенностями, которых не было в самом начале. Они как бы говорят аудитории. Смотрите, это естественный процесс. Наша задача вернуться к истокам, найти чистую схему и посмотреть, как она может работать у нас сегодня.
Это очень умный ход. Они заранее готовят почву, чтобы их работа не воспринималась как нечто радикальное, а как логичный шаг очищения от наносного. Что идет вторым этапом? Второй этап — это погружение в сам Коран, но, опять же, с необычного ракурса. Они собираются рассматривать истории пророков Адама, Ноя, Авраама, Моисея не просто как священные предания, а как практические кейсы. Кейсы? Да, кейсы по лидерству и социальной трансформации. Вот это интересно. То есть история Мусы или Моисея — это не просто рассказ о чудесном спасении из Египта, а что? Учебник по антикризисному управлению. Можно сказать и так. Они задаются вопросами, каким должен быть лидер, спасающий свой народ от угнетения, какие качества ему необходимы, как он должен выстраивать отношения с людьми, как преодолевать внутренние расколы, внешнее давление. Каждая история пророка анализируется как набор уроков для современных лидеров и для всего общества. Мощный сдвиг восприятия. Текст перестает быть объектом поклонения и становится инструкцией к действию. И каков третий, заключительный этап? А третий этап самый важный. Это применение всех этих универсальных принципов и уроков к конкретным уйгурским проблемам. И это включает в себя, кстати, смелую переоценку собственной истории. Например, в источнике прямо оспаривается тезис, что золотой век уйгуров начался только после принятия ислама. Ого! Обычно религиозные проекты, наоборот, подчеркивают, что до принятия их веры был мрак и невежество. А они делают наоборот. Они говорят, что доисламский период был временем великих достижений, империй, высокой культуры. И принятие ислама не должно перечеркивать это наследие, а должно его обогащать. Они хотят построить непрерывную линию национальной истории, где ислам — это важный, но не единственный этап. Хорошо, давайте теперь соберем все это воедино. Проблема — неработающее толкование. Решение — коллективный проект. Метод — трехступенчатая программа. Но в центре всего этого, как мне кажется, лежит один стержневой вопрос — вопрос культурной идентичности. Эта идея очищения ислама от арабской культуры звучит очень провокационно. Это, безусловно, самый острый момент их манифеста. Но они очень осторожно и четко формулируют свою позицию. Они многократно подчеркивают, их позиция не антиарабская, а проуйгурская. То есть мы не против кого-то, мы за себя. Да. Они не выступают против арабов или их культуры, они выступают за право своего народа иметь собственную культурную идентичность в рамках ислама. Какой пример они приводят в защиту? Очень сильный. Они ссылаются на самого пророка Мухаммеда. Они говорят, что сделал пророк. Он взял вечное, божественное послание и с его помощью объединил разрозненные, враждующие арабские племена в единую сильную нацию. Он дал им общую цель, общие законы, общую идентичность. В результате ислам стал ядром для формирования именно арабской нации. И по их логике, если этот инструмент сработал для арабов, он должен сработать и для уйгуров. Они хотят повторить этот процесс, но на своей почве. Именно. Они проводят прямую параллель, говорят, наша задача сделать для уйгурского народа то же самое, что пророк сделал для арабского. То есть использовать универсальные принципы Корана для построения и укрепления своей национальной идентичности. В их картине мира ислам — это не монолитная культура, а универсальный набор принципов. Получается, в их представлении ислам — это как универсальная операционная система, а разные культуры могут писать под нее свои приложения. Арабы написали свое, персы свое, турки свое, и теперь пришло время уйгурам написать свое. Это отличная аналогия. И она помогает понять, почему они так четко разграничивают врагов. Они прямо заявляют, наш враг не другие мусульмане, не арабы или персы. Наш враг — это государство, которое, по их словам, оккупировало их родину и пытается уничтожить их идентичность. Это переводит дискуссию из теологической плоскости в политическую. И делает их цели предельно ясными. Их проект — это инструмент для национального выживания. То есть главный посыл — это призыв к аутентичности. Мы уйгурские мусульмане, а не арабизированные мусульмане. Да. Перестаньте копировать чужое, вернитесь к своим корням и используйте веру как источник силы для себя, а не как повод для подражания. Они считают, что слепое копирование чужих культурных кодов, даже братского мусульманского народа, ослабляет нацию, делает ее уязвимой, потому что народ теряет свой настоящий дух.
Их проект — это призыв к возрождению этого духа. Итак, подведем черту. То, что мы сегодня разобрали, это не просто очередной перевод священной книги. Это, по сути, чертеж, подробный план по строительству нации в экстремальных условиях. Они берут самый фундаментальный элемент своей культуры, религию, и пытаются перенастроить его так, чтобы он стал двигателем для национального возрождения. Совершенно верно. Это попытка превратить веру в практический инструмент для выживания и борьбы, основанный на коллективном методе с мощным призывом к собственной аутентичной идентичности. И в завершение, как всегда, мысль для размышления. В этом источнике очень много говорится о том, как Коран описывает качество лидера, как он может служить руководством для освобождения нации. И это выводит нас на более широкий вопрос, актуальный далеко за пределами этого контекста. Когда священный текст, будь то Коран, Библия или Тора, используются как руководство для политического действия, что в конечном итоге определяет результат? Что делает его инструментом единства и освобождения, а не раздробленности и конфликта? Где проходит та тонкая грань, за которой контекстуальная интерпретация, необходимая для выживания, превращается в фундаментальное искажение смысла ради политических целей? И кто имеет право проводить эту черту? Начинаем наше погружение. Сегодня у нас в руках нечто совершенно особенное. Это, по сути, манифест, введение к очень масштабному проекту. Да. Речь идет о новой интерпретации Корана, которую создают специально для уйгурского сообщества. А наш источник — это транскрипция видео, где авторы все это излагают. И, честно говоря, когда я впервые прочитала этот текст, меня просто поразила его смелость. Смелость — это очень точное слово. Они ведь замахиваются на вековую традицию. Именно, потому что это не просто, очередной перевод. Это попытка провести очень четкую, я бы сказал, почти хирургическую границу. Границу между чем и чем. Между тем, что авторы считают универсальным божественным посланием, и тем, что они называют культурными историческими наслоениями. Ага, по сути, они задают вопрос, что в исламе вечное, а что, скажем так, арабская культура VII века. И этот вопрос для них явно не академический, он жизненно важный. Давайте тогда разберемся, что их к этому подтолкнуло. Какая проблема настолько остра, что требует такого радикального подхода? Угу. То есть в чем их мотивация, какой метод, и, что самое главное, к чему все это может привести? Похоже, это разговор не столько о теологии, сколько, о выживании. Итак, главная проблема, с которой они борются, в тексте постоянно всплывает такая метафора «арабские очки». Да. Они говорят, что существующие толкования заставляют их смотреть на мир и на себя чужими глазами. Что это значит на практике? Это, пожалуй, ключевой момент всего их проекта. Речь не о том, что арабский язык плох или культура чем-то нехороша. Вовсе нет. Конечно. Проблема, как они ее видят, в том, что большинство толкований Корана, которые доходят до уйгуров, были созданы, в совершенно ином контексте. Социальном, историческом. В другое время и для других людей. Именно. Они отвечали на вопросы арабского общества много веков назад. А когда современный уйгурский ученый или просто верующий пытается применить эти старые ответы к сегодняшним проблемам... К политическому давлению, к экономике, к кризису идентичности. Да, они просто не работают. И получается, что священная книга, которая должна быть источником силы, превращается в набор каких-то чужих, непонятных правил. Это как пытаться, починить современный компьютер с помощью инструкции от печатной машинки. Отличная аналогия, да. И авторы говорят, что из-за этого даже их собственные интеллектуалы, получившие религиозное образование, начинают мыслить категориями чужой культуры. То есть ищут решение не в своей реальности. Точно. Они ищут решение для уйгурского народа в истории арабских халифатов, а не в своей. И это, конечно, приводит к отрыву от реальности. Их цель эти очки снять и создать такую интерпретацию, которая говорит напрямую с уйгурами. На их языке, об их болях. Но тут же очень тонкая грань. Как только ты начинаешь менять способ применения текста, не начинаешь ли ты менять и сам его смысл? Где они проводят эту черту, чтобы их не обвинили в ересе или в создании какого-то, нового ислама? Они это обвинение, очевидно, предвидят. Их ответ в методологии. Они постоянно подчеркивают,
Мы не трогаем сам текст Корана, ни одной буквы. Угу. Мы меняем оптику, через которую на него смотрим. Они говорят, что универсальные принципы справедливость, милосердие, стремление к знаниям, защита слабых, они вечны. Это понятно. Для своего народа. Хорошо, с мотивацией более-менее ясно. Они чувствуют, что старые толкования для них не работают. Но одно дело заявить о проблеме, и совсем другое — предложить решение, как они это делают на практике. И вот тут их подход действительно, я бы сказал, революционен, по крайней мере для их традиции. Они сразу заявляют, это не будет работа одного гения, одного шейха, который закроется в кабинете и выдаст единственно верный текст. Так. Они называют свой проект общенациональной, коллективной и волонтерской инициативой. Слушай, ну этот коллективный подход — это же само по себе политическое заявление. Конечно, они как бы говорят. Эпоха одного непогрешимого авторитета прошла. Мудрость принадлежит народу. Интересно, а как они на практике решают споры? Ведь разногласия неизбежны. В источнике об этом прямо не говорится, но очень подчеркивается состав команды. В ней ведь не только богословы и знатоки арабского. А кто еще? Рядом с ними сидят эксперты по уйгурской литературе, филологи, историки. У них получается своего рода система сдержек и противовесов. Богослов отвечает за верность духу текста, чтобы не выйти за рамки канона. А филолог? А филолог за то, чтобы это было сказано на красивом, живом, современном уйгурском языке, а не на кальке с арабского. Это постоянный диалог. То есть один следит, чтобы не потерять смысл, а другой, чтобы этот смысл был понятен и близок обычному человеку. И то, что это волонтерский проект, тоже, наверное, важно. Они ведь прямо говорят, мы не миллионеры, мы делаем это не ради денег. Безусловно, это сразу повышает уровень доверия. Это лишает их оппонентов аргумента о каком-то коммерческом интересе. Они позиционируют это как служение. Именно. Служение народу. Более того, они открыто призывают других экспертов, особенно в области языка, литературы, присоединяться к работе. Это похоже на создание такой, знаешь, открытой платформы для национального переосмысления своей веры. Чтобы итоговый текст воспринимался не как перевод от такой-то группы, а как наш народный перевод. Именно так. Хорошо, у них есть команда, есть философия, но каков конкретный план? Не могут же они просто сесть и начать переводить с первой суры? Должна быть какая-то дорожная карта. И она есть, причем очень системная. Они подходят к этому как инженеры, которые разбирают сложный механизм. Так, Прежде чем чинить двигатель, нужно понять, как он вообще работает. Поэтому они начинают не с самого Корана. Первый шаг — это широкий обзор истории человеческих верований. интересно, зачем это нужно? Чтобы сразу подготовить аудиторию к мысли, что единого монолитного толкования в природе не существует. Точно, они как бы говорят, смотрите, это естественный исторический процесс. Нет ничего страшного в том, что появляются разные прочтения. Мгм. Наша задача — не создать еще одну секту, а вернуться к первоисточнику, очистив его. Это, можно сказать, превентивный удар по возможным обвинениям в раскольничестве. Хитрый ход. Хорошо, это первый шаг. А что дальше? Шаг второй — погружение в сам Коран. Но опять же, с очень необычного ракурса. Они собираются анализировать истории пророков Адама, Нуха, Ибрахима, Мусы не просто как священные предания, А как что? а как практические кейсы.
кейсы по лидерству и социальной трансформации. То есть они превращают пророков в ролевые модели для современных лидеров, активистов, глав сообществ. Совершенно верно. Возьмем, к примеру, историю Мусы, Моисея. Они планируют разбирать ее буквально по косточкам, как он вел переговоры с фараоном. Какие качества позволили ему сплотить народ, который веками жил в рабстве? Как он справлялся с внутренними бунтами, с неверием? Да. Какую социальную и правовую систему он пытался построить? Для них каждая история пророка – это учебник. Учебник по государственному строительству, по антикризисному управлению. И после этого теоретического разбора они переходят к практике. Да, и это третий, ключевой этап. Они берут вот эти универсальные принципы лидерства, справедливости, извлеченные из хронических историй, и прикладывают их к конкретным проблемам уйгурского общества. И тут, я так понимаю, они делают еще один смелый шаг. Именно. Переоценивают собственную историю. В источнике, например, прямо оспаривается тезис, что уйгуры достигли расцвета только после принятия ислама. Авторы утверждают, что доисламский период был временем великих империй, высокой культуры. Очень важный момент. То есть они говорят, что ислам не должен перечеркивать их национальное наследие, он должен его обогащать. Они как бы строят мост. Хорошая метафора. Мост между универсальными кораническими ценностями и своей уникальной тысячелетней историей. Именно. И этот мост должен стать фундаментом для решения сегодняшних проблем. Они недвусмысленно заявляют. Наша главная цель – понять, как Коран может помочь нам выжить и возродиться как нации. Прямо сейчас. Это предельно прагматичный подход. Все это подводит нас к самому, пожалуй, острому вопросу идентичности. Вся эта риторика про снятие арабских очков, про необходимость отойти от арабской культуры. Это же звучит очень провокационно. Звучит. Как они умудряются продвигать эту идею, не настроив против себя весь остальной мусульманский мир. Они делают это очень-очень осторожно и продуманно. Они постоянно повторяют одну мантру. Наша позиция не антиарабская, а проуйгурская. И как они это доказывают? Они используют пример из самого сердца исламской традиции, пример пророка Мухаммеда. Они говорят: посмотрите, что сделал пророк. Он взял универсальное послание и с его помощью объединил разрозненные, враждующие арабские племена в единую сильную нацию. Он дал им общую идентичность, цель, государственность. Он создал именно арабскую нацию на основе ислама. Ага, и по их логике, если это было сделано для арабов, то тот же принцип может и должен быть применен для уйгуров. То есть Коран – это инструмент для национального строительства. Именно так, который каждая нация может использовать по-своему. Они проводят прямую параллель. Если принципы Корана помогли арабам, значит, они должны помочь и уйгурам. И здесь они очень четко определяют своего врага. Да, это важно. Они говорят: наш враг не другие мусульмане, не арабы, не турки, не персы. Наш враг – это государство, которое, по их словам, оккупировало нашу родину. И вот это разграничение позволяет им направить всю энергию на политическую борьбу, а не на межконфессиональные споры. Получается, это мощное утверждение собственной субъектности. Мы уйгурские мусульмане, а не арабизированные мусульмане. Да. И наша вера – это наш щит и наше оружие, а не просто набор ритуалов, которые скопировали у другого народа. Да, это призыв к аутентичности. Они считают, что слепое копирование чужих культурных кодов, даже если это коды братского народа, оно ослабляет нацию, размывает ее дух. И чтобы выстоять, нужен крепкий внутренний стержень, основанный на своей истории, культуре и своем собственном прочтении общей веры. Давайте тогда подведем черту. Мы рассмотрели очень амбициозный проект. Очень. Это попытка создать культурно ориентированную, прагматичную интерпретацию Корана для уйгурского народа. В основе коллективный метод, который противопоставляется единоличному авторитету. А главная цель – превратить веру из набора догм в живой инструмент. Инструмент для укрепления национальной идентичности и решения реальных проблем. Именно. И в завершение, как всегда, мысль для размышления. Вот в этом манифесте много говорится о том, каким Коран видит идеального лидера.
способного спасти и объединить свой народ. Угу. И это выводит нас на более широкий вопрос, актуальный далеко за пределами этого контекста. Когда священный текст используется как прямое руководство, как чертеж для государственного строительства, что в конечном итоге определяет результат? Что делает его инструментом освобождения, а не источником новых конфликтов? Да, где-то невидимая грань, за которой контекстуальная интерпретация, призванная сделать текст живым, превращается в фундаментальное изменение его сути. Сегодня у нас на разборе материал с, просто огромными амбициями. Это точно. Это вступление к целой серии видео. И цель, ни много ни мало, создать новую современную уйгурскую интерпретацию Корана, Угу. которая отвечала бы на вызовы, стоящие перед уйгурским обществом, прямо сейчас. Слушай, я когда это прочла, у меня первая мысль была «Вау, вот это замах». Да, Это ведь не просто очередной перевод, это заявка на интеллектуальную революцию, почти духовную. именно. Попытка вернуть священный текст себе, своему народу, своему контексту. Это, невероятно смело. Вот именно. И чувствуется, что за этим стоит огромная работа, и, что важнее, огромная боль и надежда. Да. И именно поэтому так обидно, что вот это мощнейшее послание, оно не бьет наотмашь, не с первой секунды. Вот-вот. Основная идея проекта раскрывается как-то постепенно и рискует просто потеряться среди множества деталей. А это, конечно, ослабляет ее воздействие. Да, я тоже это почувствовала. Такой, знаешь, отложенный эффект. Ты ждешь манифеста, а получаешь, объяснение, почему программа вышла с опозданием. Точно. Это как если бы божественную комедию начали с извинений за опечатку в предисловии. Отличное сравнение. Вся энергия, весь пафос моментально. Пшик. Уходит. Да. Автор начинает с этих организационных моментов, потом перескакивает на критику старых переводов, потом на план будущих серий. Получается такая каша. Да, каша из очень важных, но совершенно неупорядоченных мыслей. И в итоге у слушателей не формируется вот этого четкого, сильного, почти ударного первого впечатления. Угу. Главный тезис, который должен быть как выстрел, он просто тонет. Мне кажется, это происходит из-за того, что автор пытается быть очень обстоятельным. Слишком. Да. Показать, что он все продумал, и логистику, и структуру, и содержание. Но вступление — это же не протокол заседания, верно? Совершенно верно. Это момент, когда нужно схватить слушателя, за горло в хорошем смысле, заставить его почувствовать, что это касается его лично, что это жизненно важно. Согласен на 100%. Поэтому первое, что здесь нужно сделать, это, безжалостно перестроить все вступление. Угу. Вынести вперед самую сильную, самую провокационную и самую важную мысль. То есть вот эту идею о возвращении Корана. Да, необходимость вернуть Коран уйгурскому национальному самосознанию, освободив его от чужого культурного контекста. Это должно звучать не как академический план, а как манифест. как манифест, да, декларация о намерениях. Да, абсолютно. И для этого ведь не нужно много слов. Можно начать не с объяснений, а с одного мощного вопроса, который сразу создаст напряжение. Например? Что-то вроде: «Веками мы читали Коран глазами арабов. Что, если впервые мы прочтем его как уйгуры?» Ох, это сильно. Правда? Это сразу задает совершенно другой тон. Это не объяснение, это вызов. Именно. Такой вопрос мгновенно определяет миссию, создает интригу, он заставляет слушателя тут же включиться. А действительно, как это читать его как уйгур? Что я упускал все это время? Угу. И вот уже после этого можно разворачивать аргументацию. Почему старые переводы, основанные на реалиях аравийской пустыни VII века, не помогают решать наши проблемы здесь и сейчас? А все детали, весь этот подробный перечень тем... А его в самый конец. Для тех, кто уже захвачен идеей и хочет знать больше. Но начало должно быть как удар молнии. Отличная мысль. И смотри, как интересно получается. Если начать с такого сильного, уверенного заявления, это сразу подсвечивает и вторую проблему, которую я заметил. Какую? Предупреждающий и, я бы сказал, оборонительный тон во всем изложении. Он невольно ослабляет и авторитетность, и уверенность всего проекта.
О да, это прям бросается в глаза, постоянные оговорки. Наша цель не посеять вражду с арабами. Мы не выступаем против ислама. Не поймите нас неправильно. Автор как будто заранее извиняется за собственную смелость. Да-да. И это очень опасная ловушка. Ведь что слышит аудитория? Неуверенность. Она слышит неуверенность. Если ты сам так боишься, что твою идею неправильно поймут, может, с ней что-то не так? Угу. Сильные идеи не нужны извинения, ей нужна трибуна. А такая защитная позиция звучит так, будто авторы ждут немедленной атаки, и это подрывает доверие к ним еще до того, как они изложили суть. Но слушай, давай будем справедливы, тема-то и правда взрывоопасная. Безусловно. Ревизия священного текста, да еще и с таким национальным уклоном, это же вхождение по минному полю. Наверное, этот страх критики, он вполне обоснован. Вопрос в том, что с ним делать. Конечно, обоснован, но парадокс в том, что, пытаясь защититься от критики, они ее только провоцируют. Неуверенность считывается мгновенно. Да, это так. Мы же инстинктивно доверяем тем, кто уверен в своей миссии, даже если мы с ней изначально не согласны. Поэтому здесь нужно не обороняться, а менять саму парадигму. Тон должен быть не оборонительным, а визионерским, проактивным. То есть подавать проект не как реакцию на что-то, например, на арабское культурное доминирование, а как позитивный и абсолютно необходимый шаг для чего-то. Именно. Для интеллектуального и духовного роста уйгурского народа. Не «мы против», а «мы за». Это же полностью меняет дело. Это переход от позиции жертвы к позиции творца. Хорошо, а как это может выглядеть на практике? Вот есть фраза «Мы не стремимся создать вражду с арабами». Как ее переделать? А ее не нужно переделывать. Ее нужно просто убрать. И заменить. И заменить на утверждение. Вместо того, чтобы говорить, чего ты не хочешь, скажи, чего ты хочешь. Например, наша цель — раскрыть универсальную мудрость Корана и применить ее непосредственно к уникальному пути и вызовам уйгурского народа. Угу. И можно добавить, так же, как это делали персы, турки и другие нации, обогащая общее исламское наследие своим уникальным видением. О, вот это звучит гораздо сильнее. Правда? Да, тут нет и тени извинения, наоборот, это апелляция к опыту других великих культур, что ставит уйгуров в один ряд с ними. Фокус смещается с защиты на провозглашение высокой цели. Да. Вместо того, чтобы предвосхищать обвинения в расколе, можно уверенно заявить, этот проект не революция, а эволюция. Это логичный и назревший этап интеллектуального и духовного взросления нашей нации. Взросление нации. Отлично сказано. Уверенность, как ты сказал, заразительна. И знаешь, эта неуверенность, как мне кажется, она порождает и третью проблему, самую, возможно, неочевидную. Так. Слишком широкий и детальный анонс будущих тем в одном вступлении. Он рискует просто перегрузить слушателя и размыть фокус. А, ты про этот бесконечный список. Именно. История всех мировых религий, детальный анализ жизни пророков, теология, социология, политология, лидерство, разбор мекканского и мединского периодов. Я, когда читала, в какой-то момент поймала себя на мысли: «Господи, это что? Учебный план университета на 5 лет вперед?» Вот-вот. С одной стороны, это, конечно, демонстрирует невероятную глубину замысла и колоссальную подготовку авторов. Это видно. Безусловно. Но с другой, такой поток информации просто ошеломляет. Это похоже на попытку доказать свою компетентность, вваливая на стол все, что ты знаешь. Как будто автор боится, что ему не поверят, если он не покажет весь масштаб сразу. Да. И в итоге ключевая цель — найти в Коране ответы на сегодняшние проблемы уйгурского общества, она теряется где-то в середине этого академического списка. Да. Слушатель может подумать, это все, конечно, очень умно и интересно, но при чем здесь моя жизнь, когда мы дойдем до сути? Именно. Возникает ощущение, что проект пытается охватить необъятное, а значит, может не справиться ни с чем конкретно. Абсолютно. Это как прийти в ресторан, а тебе вместо меню выносят поваренную книгу на 1000 страниц. Точно. Вроде бы впечатляет, но что заказать непонятно, и аппетит пропадает. Так. И что ты предлагаешь? Вместо того, чтобы перечислять все будущие темы, было бы гораздо эффективнее сфокусировать вступление на одной, но главной проблеме, которую будет решать эта серия.
А глубину проекта показать? А глубину показать не списком, а одним ярким, показательным примером. Заинтриговать, а не проинформировать. В точку. Дать попробовать одно блюдо от шефа, чтобы захотелось вернуться и изучить все меню. Именно. Как это могло бы выглядеть, как думаешь? Ну, например, вместо длинного списка можно сказать что-то вроде «В этой серии мы по-новому взглянем на истории, которые, как вам казалось, вы знаете наизусть». Хорошее начало. Возьмем, к примеру, повествование о пророке Мусе. Обычно его воспринимают как исторический рассказ, а мы увидим в нем не просто пророка из прошлого, а вечную модель. Модель того, как вывести свой народ из-под гнета к свободе. Ух! Модель с четкими шагами, принципами и предупреждениями, которую мы можем и должны применить к нашей ситуации сегодня. Вот это уже совсем другой разговор. Это мгновенно делает проект релевантным и практичным. Ты не просто обещаешь рассказать про историю, ты обещаешь дать инструмент для решения сегодняшней проблемы номер 1. Или можно зайти с другой стороны. Через концепцию лидерства, она же тоже упоминалась в списке. Давай попробуем. Сказать, например, «Сегодня наш народ как никогда нуждается в истинных лидерах. Но каковы критерии? Кому мы можем доверять свое будущее?» Коран предлагает удивительно четкую и ясную модель лидерства. Угу. Мы разберем ее на молекулы, чтобы каждый из нас мог отличить истинного лидера от самозванца, ведущего нас в очередной тупик. И тот, и другой пример работают отлично. Думаешь? Конечно, потому что они делают одно и то же. Переводят проект из плоскости академического исследования в плоскость практического руководства к действию. Угу. Они отвечают на невысказанный вопрос слушателя, что это даст лично мне. И делают это гораздо эффективнее, чем сухое перечисление дисциплин. Они обещают не просто знания, а пользу. И это, по-моему, и есть ключевой сдвиг. Весь потенциал этого проекта, он в его прикладном характере. И вступление должно отражать именно это. Не «мы вам расскажем», а «мы вместе с вами найдем ответы». Итак, давай подведем итог. Давай. Мы сегодня рассмотрели вступление к очень важному и смелому проекту, и наша цель была помочь сделать его еще сильнее. Мы выделили 3 основных момента для улучшения. Во-первых, это необходимость формулировать более четкий и мощный основной тезис в самом начале, превратив вступление в манифест. Во-вторых, сменить оборонительный, такой извиняющийся тон на уверенный и визионерский. Не оправдываться за свою идею, а гордо нести ее как знамя. Да. И в-третьих, вместо того, чтобы перегружать аудиторию перечислением всех будущих тем, сфокусироваться на одной ключевой проблеме и показать глубину проекта через один яркий, интригующий пример. В качестве конкретных шагов мы предлагаем: первое. Начать. Начать вступление не с логистики, а с сильного, захватывающего вопроса или утверждения, которое сразу определит миссию проекта и заставит слушателя, податься вперед. Второе. Переформулировать все защитные тезисы в позитивные. Вместо того, чтобы говорить, чего вы боитесь или с чем боретесь, говорите о том, что вы создаете и к чему стремитесь. Сосредоточиться на созидательной цели. И последнее, третье. Угу. Выберите один самый показательный пример из будущих серий, будь то модель лидерства, стратегия освобождения или что-то еще, и постройте вокруг него короткий интригующий анонс. Покажите практическую пользу вашего подхода, а не его академический объем. Мне кажется, если внести эти изменения, то огромный потенциал, который заложен в этом проекте, он станет очевиден с первых же секунд. Согласен. Это будет не просто анонс, а событие. Да, нам было невероятно интересно работать с вашим материалом. В нем чувствуется не только интеллект, но и сердце. Это правда. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть его обновленную версию. Присылайте ее нам, как только будете готовы. Добро пожаловать на программу «Дискуссия». Сегодня мы разбираем один довольно, я бы сказал, смелый проект, который описан в предоставленных нам материалах. Речь идет о создании нового перевода и толкования Корана, нацеленного на решение очень специфических проблем современного уйгурского общества. Да, и это, конечно, сразу ставит перед нами такой
фундаментальный вопрос, который мы, видимо, и будем сегодня обсуждать. Должен ли вообще священный текст адаптироваться к конкретному национальному, культурному контексту, чтобы, отвечать на вызовы времени? Или же такой подход рискует исказить его универсальное послание, подчинив его, скажем так, сиюминутным локальным интересам? Совершенно верно. И я буду защищать позицию, согласно которой вот такая контекстуальная адаптация — это не искажение, это скорее необходимая эволюция, которая возвращает тексту его практическую жизненную силу. А я, в свою очередь, постараюсь показать, что этот путь, какими бы, может быть, благими намерениями он не был вымощен, может привести к опасной фрагментации веры и, в конечном счете, к потере того самого универсального смысла, который, собственно, и делает текст священным. Что ж, тогда позвольте мне начать со своего основного тезиса. Перевод и толкование Корана, как я это вижу из материалов, должны быть напрямую увязаны с реальными сегодняшними проблемами уйгурского народа, политическими, экономическими, социальными. Ведь авторы проекта говорят, и это звучит очень убедительно, что существующие толкования, которые выросли из арабской истории и культуры, они просто не работают в уйгурском контексте 21 века. Они как бы заставляют людей мыслить чужими категориями, создают своего рода интеллектуальную колонизацию. И поэтому цель не поменять ни единой буквы в Коране, нет. Цель — изменить его применение, татбик, как говорится в тексте. То есть сделать его не просто сборником ритуалов, а руководством к действию для построения сильной нации. И здесь, конечно, приводится мощнейший пример сам пророк Мухаммед, который ведь что сделал? Он объединил разрозненные арабские племена в единую нацию. Логика простая. Если Коран смог сделать это для арабов тогда, он должен стать инструментом для консолидации уйгуров сейчас. Хорошо, я понимаю эту логику, но я подхожу к этому с совершенно другой стороны. Попытка создать вот такую национальную интерпретацию, на мой взгляд, бьет в самое сердце универсального характера Корана. Его послание, оно же изначально обращено ко всему человечеству, а не к уйгурам или арабам или кому-то еще. И вот эта вековая традиция толкования, которая развивалась, в основном в арабоязычном мире, это ведь не барьер, как вы говорите, это скорее защитный механизм. Это такой коллективный опыт тысяч ученых, который оберегает текст от субъективизма, от сиюминутных политических веяний. А подчинять толкование задачам национального строительства — это значит превращать священный текст в идеологический инструмент. И это, мне кажется, неизбежно приведет к расколу. Сегодня мы создаем уйгурский ислам, завтра появится малайский, послезавтра еще какой-нибудь. Танец от идеи всемирной общины верующих уммы, которая как раз и призвана стоять над национальными границами. Мне кажется, это просто путь в никуда. Я понимаю ваши опасения, они логичны, но давайте посмотрим на это с чисто практической стороны. Игнорирование современного контекста превращает религию в музейный экспонат. Она становится красивой, но, простите, абсолютно бесполезной вещью. Принципы Корана, безусловно, вечны, но их применение, их татбик должно быть живым, динамичным. Нельзя же всерьез пытаться решить проблемы уйгурского общества в 21 веке, механически перенося на них реалии Аравии VII века. Речь ведь не об отмене вечных принципов. Речь о том, чтобы найти их живое воплощение здесь и сейчас. Проект, как я его понимаю, задает очень честный вопрос. Что Коран говорит нам, уйгурам, сегодня? О наших проблемах с экономикой, политикой, национальной идентичностью. Если он молчит об этом, то его ценность для общества, стремится к нулю. Это интересный поворот. Хотя я бы, наверное, сформулировала это иначе. Вы говорите, что исторический контекст — это барьер, а я говорю, что это ключ. Это тот фундамент, без которого все здание интерпретации просто рухнет. Не зная обстоятельств ниспослания того или иного аята, не понимая тонкости арабского языка того времени, мы неизбежно начнем вчитывать в текст свои собственные смыслы. И если сегодня мы адаптируем Коран для уйгурского национального проекта, который, может казаться нам благородным, то что помешает завтра кому-то другому адаптировать его для совершенно иных, возможно, куда менее симпатичных целей? Где проходит граница? Вот что меня беспокоит. Как только мы отрываемся от этого исторического якоря, текст рискует превратиться в зеркало, в котором любая группа видит лишь отражение собственных амбиций.
Но ведь в материалах прямо говорится, к чему привело вот это слепое держание за якорь, к стагнации, к полному отрыву от реальности. Там утверждается, что после принятия ислама уйгуры слишком увлеклись вопросами теологии, ритуалов, загробной жизни, и при этом совершенно забросили политику, экономику, науку. И это, по мнению авторов, и стало причиной ослабления нации. То есть мы видим прямое негативное последствие. И этот новый подход как раз и призван восстановить баланс, сместить акцент с индивидуального, чисто ритуального благочестия на построение справедливого и сильного общества. Разве это не возвращение к духу мединского периода жизни пророка, когда как раз и закладывались основы исламской государственности? Это же, по сути, не нововведение, это скорее возвращение к истокам. Это сильный аргумент, я согласна. И идея построения сильного общества сама по себе, конечно, заслуживает уважения. Но разве мы не рискуем при этом полностью вытеснить личную духовность? Что станет с верой, если она превратится просто в инструмент политики, в программу социального строительства? Ведь в своей основе вера — это глубоко личные отношения между человеком и Богом. Это то, что происходит в сердце. И фундамент любого прочного общества — это нравственность его граждан, которая держится как раз на этом личном благочестии. А если мы не сводим религию до уровня социально-политического проекта, не рискуем ли мы лишить ее этой духовной глубины? Она может превратиться в такую сухую, холодную идеологию, просто обернутую в религиозные цитаты. И не потеряем ли мы тогда саму суть? Мне не кажется, что здесь есть такое прямое противоречие. Это не выбор или-или, а скорее вопрос баланса. Одно не должно исключать другое. Личное благочестие должно проявляться не только в молитве, но и в активном участии в жизни общества. И в материалах, как мне кажется, говорится именно об этом. О том, что вера уйгуров стала слишком пассивной, слишком сосредоточенной на потустороннем. Этот проект — это, по сути, призыв к действию в этом мире. И это напрямую связано с вопросом идентичности. Что меня по-настоящему интригует, так это вот этот их основной посыл, сформулированный предельно четко. Ты уйгур, а не араб, и должен жить, сохраняя свою идентичность. Это ведь не про вражду с другими народами, это про самоутверждение, про отказ от слепого подражания чужим культурным моделям, которое, по мнению авторов, и ослабило национальный дух. А вот здесь, как мне кажется, мы и подходим к самому сердцу проблемы, и я просто не могу согласиться с этой логикой, потому что аналогия с пророком, на мой взгляд, здесь не работает, а точнее работает с точностью да наоборот. Давайте подумаем. Он объединял арабские племена на основе нового универсального откровения, которое было выше их племенной идентичности. Ислам пришел, чтобы заменить племенную лояльность на лояльность всеобщей общине верующих. А этот новый проект, получается, использует универсальное откровение для того, чтобы, наоборот, укрепить уже существующую национальную идентичность. Вы не видите здесь фундаментального противоречия с тем самым примером, на который они ссылаются? Я бы посмотрел на это иначе. Послание было универсальным, да, безусловно. Но его первое применение было абсолютно конкретным и локальным. Оно дало арабам идеологический и правовой каркас, чтобы из разрозненных племен стать единой сильной нацией. И авторы проекта, собственно, и говорят, давайте возьмем этот универсальный каркас и применим его к нашей уйгурской ситуации, чтобы мы тоже стали сильными. Это не отрицание универсализма, а его практическое воплощение в конкретных исторических условиях. Это не про исключение, а про самоусиление. Иначе универсальные принципы так и останутся просто красивыми абстракциями. Но где-то грань, за которой это самоусиление переходит в национализм, ставящий интересы своей нации выше универсального братства. Коран говорит предельно ясно: воистине верующие братья. Он не добавляет: но сначала уйгуры, потом арабы, потом все остальные. Идея уммы, всемирной общины, как раз и заключается в том, чтобы стереть эти различия. А предлагаемый подход, мне кажется, наоборот, их только подчеркивает и углубляет. Если сегодня мы говорим «ты уйгур», а не араб, мы создаем разделение. А что если завтра кто-то, основываясь на своей национальной трактовке, скажет: а наши национальные интересы требуют того-то и того-то, что противоречит интересам наших братьев по вере из другой страны. Мы рискуем получить мир, состоящий из десятков враждующих национальных исламов. И это будет полным крахом коранического идеала.
В свете нашего разговора я, пожалуй, еще больше убеждаюсь в своей позиции. Конечно, риски есть, и вы их очень точно обозначили. Но альтернатива – это религия, оторванная от жизни. Религия, которая не помогает народу решать его насущные проблемы, обречена на то, чтобы стать ритуальной формальностью. Чтобы Коран оставался живым руководством, его послание должно быть осмысленно и применено в контексте реалий конкретного народа. Это не искажение, это и есть настоящее практическое воплощение веры. Все остальное – это, простите, просто интеллектуальные упражнения, не имеющие отношения к реальной жизни людей. А я все же остаюсь при мнении, что верность универсальной многовековой традиции толкования – это не формальность, а необходимая защита. Защита от идеологических манипуляций, от раскола, от превращения веры в служанку политики. Адаптация к местным условиям, безусловно, важна, но она должна идти внутри этой широкой традиции, а не в отрыве от нее. Как только мы ставим национальную программу выше универсальных истин, мы рискуем потерять само ядро послания, его духовную суть. И тогда мы можем, конечно, построить сильное государство, но потерять при этом свою душу. Что ж, наша дискуссия, по-моему, очень хорошо показала всю сложность этого вопроса. Это вечное напряжение между универсальным и локальным, между вечным текстом и постоянно меняющимся миром. Да, и представленные материалы заставляют глубоко задуматься. Это ведь не просто переводческий проект. Это попытка ответить на фундаментальный вызов. Как сохранить верность традиции, не превратившись при этом в живой анахронизм? И, похоже, однозначного ответа здесь нет, что и оставляет богатую пищу для размышлений.